Уважаемые соотечественники, как мы знаем, в мире существует государства с разными формами правления. Например, одни государства управляются демократическими принципами, другие авторитарными, третьи, значит, конституционная монархия имеется. Вот. У нас на сегодняшний день в Туркменистане, можно сказать, состоялась неконституционная монархия. Почему? Потому что к нему есть предпосылка. Вот. На днях, значит, в Туркменистане, значит, главный комитет парламента Туркменистана, то есть комитет по законодательству и соблюдению законности, был назначен сын Бердымухамедова, Сердар Бердымухамедов. Что это означает? Это означает, что отец, президент, сын возглавляет головной комитет Меджлиса Туркменистана. Вот они сидят вечерочком, пьют чай, и отец говорит: сынок, вот я что тебе сейчас сказал, завтра ты поставишь на голосование, чтобы вот эти депутаты подняли руку. И таким образом мы продлим, значит, правление нашей династии, нашей семьи или нашей фамилии. Вот и все. Разве это не монархия, тем более не конституционная? Вот поэтому это вот такой вот тревожный сигнал, уже, то есть завершающий этап становления этой семьи монархом в Туркменистане. Мы знаем, что начиная с 2007 года, все эти 10 лет, значит, семья Бердымухамедов, его отец, он сам, его сын, его сестры, его племянники, его зятья, ближайшие родственники на правах монархии управляют Туркменистаном. Если Гурбангулы незаконно президентствует, сын его вот назначен в головной комитет, значит, парламента председателем, вот, значит, сестры его управляют Туркменистаном, значит, вмешиваются в кадровые вопросы, назначения или являются главными решальщицами всех возникающих вопросов у граждан, состоятельных граждан, я хочу сказать. Племянники его, значит, владеет всем бизнесом Туркменистана и управляет им. Зятья тоже. Нефтегазовый сектор в их руках. Отчетности перед народом никакой. Ни о прибыли, ни о расходах. Бюджет как нарисует, так и произносятся цифры. А что на самом деле в реале, никто ничего не знает. Это и есть, что вот монархия, что вот там Саудовская Аравия, монарх правит сам со своей семьей, что сейчас в Туркменистане. Конституция, значит, светского государства, а во главе государства, значит, средневековый, значит, деспот и монарх. Что теперь нам делать? Какой у нас есть выход? Как нам вернуть Туркменистан в конституционное поле? Что делать народ? Я знаю одно, что ни одно, значит, учреждение, ни одна группа, ни одна партия, ни одно государство не будут делать за нас, за туркменистанцев, нашу работу. То есть никто не будет менять этого монарха на другой режим. Потому что газ выходит, нефть течет. Всех все устраивает. Если это не устраивает туркменский народ или туркменистанцев, мы сами должны решать этот вопрос. Для этого есть очень разные или много путей, которые позволяют в рамках Конституции можно решить этот вопрос. Как решить, каким путем идти? Я думаю, это мы должны сообща решать вместе с народом, вот через эти передачи, и слышать друг друга и принимать во внимание все доводы. Вот об этом я хотел сегодня вам сказать. Всего вам доброго. До свидания.